наверное, можно сказать так, что 20 лет – это, собственно, не очень большой срок. Это как молодой пацан в самом расцвете сил. Тогда, в 2000-х, в Транстелекоме были компьютеры. Но их было мало, и мы даже печатали на печатных машинках. И я даже чувствовала себя писателем. В 2001-м, когда только устроился, никто не знал о Транстелеком. Маленькая компания была. А сейчас все знают. Приятно как-то. Закончил аграрку и в 2008 году пришел в TTC. Подключал тогда пользователей к интернету. Молодые подшучивают. Говорят, что я какой-то Тотти, ветеран клуба Транстелекома. Работа у нас непростая, конечно. Особенно это проявляется, когда идет модернизация, скажем так, на сетях, или оборудование, или внедрение новых технологий. Выезжаем в любой момент. Нельзя, чтобы клиенты остались без связи, поэтому ночью всегда с одной стороны жена, с другой включенная сотка лежит. Однажды было дело на Новый год. Мы как раз встречали Новый год на рабочем месте, и тут произошел казус, подключали пользователей и уронили связь, собственно, по всему городу. Лучше об этом не вспоминать. Сейчас в моей сфере можно бесконечно смотреть на три вещи. Это как льется вода, как горит огонь и на согласование договоров. Как-то ночью приходит вызов. Едем выяснять, что случилось. Приехали, спускаемся в колодец, а там бац, собака. Оказалось, что она упала в колодец, поранилась, видать, не могла выбраться, и выгрызла именно наш кабель почему-то. Мы ее вытащили, так и осталась жива. Был случай, обслуживали частный сектор, зашли во двор, и что-то никто не открывает дверь. Оборачиваемся, там огромная собака. Наверное, тогда в меня вселился Усейн Болт, и так в жизни я, наверное, больше не бегал. В TTC все очень быстро меняется, и поэтому стараешься не отставать от темпа компании, учишься чему-то новому постоянно, курсы, тренинги от компании. И, конечно же, Google Амонболсон. Приятно осознавать, что ты делаешь благое дело. Особенно это чувствуется, когда подключаешь села к интернету. Конечно, за 20 лет работы в компании посещали мысли уволиться, уйти, особенно когда поругаешься с руководителем. Раньше это было в силу молодости, а может быть из-за нехватки мудрости. Но я нашла для себя решение. Если я чувствовала себя в зоне комфорта, то я меняла специфику работы внутри компании. А там уже новые вызовы, новые цели, и это всегда интересно. Не знаю, что сказать. Скоро на пенсию выход уже, осталось до весны. Не знаю пока, что буду делать на пенсии, собственно, еще не решил. Отдохну, проснусь утром, наверное, подумаю и поеду на рыбалку. Это все, что останется 20-летием Транстелеком после меня.